участники наших онлайн-семинаров для молодых специалистов. Ну, первый семинар у нас прошел буквально недавно. Сегодня второй семинар. Мы, к сожалению, не получили никаких заявок от вас, никакого запроса. Поэтому мы решили, сегодня будем говорить о здоровье логопедов и дефектологов, то есть специалистов коррекционного цикла. Вообще, я хочу сказать, что когда мы с вами столько много всего отдаем детям, то бы очень хотелось, чтобы о нашем здоровье кто-то заботился тоже. Но так как пока мы с вами живем в других условиях, значит, мы сами должны заботиться о нашем здоровье. И сегодня тема нашего разговора – это гигиена голоса педагога. Голос – это данность, она нам дается от рождения один раз, и меняться он в течение жизни практически не меняется. Мы с вами знаем великие голоса, по которым мы определяли, ну, самый, наверное, такой пример сейчас приведу, это голос Левитана. Перепутать этого человека ни с кем нельзя. При этом голос каждого человека является также индивидуальным, как отпечатки пальцев. То есть нас по голосу узнают даже по телефону, нас по голосу узнают и где-то тогда, когда не видят. А если уж мы говорим о матери, то она голос своего ребенка всегда узнает. Помните, как стояло дело в роддоме, да? Плачет ребенок, и мама знала, это мой плачет ребенок. И я хочу сказать, вот у меня дети-близнецы, когда все говорили, что они очень похожи, а вот голос у них все-таки был разный. То есть у каждого свое. Это настолько индивидуальная черта, что вообще говорить про голос очень интересно. Еще раз хочу повторить, что для педагога голос является инструментом его профессиональной деятельности. И я хочу сказать, что если мы не будем беречь наш голос, то мы в конечном итоге однажды можем прийти к дисквалификации и остаться в своей деятельности без такого важного инструмента, как голос, и вынуждены будем менять профессию. Так, ну, мы с вами сегодня будем говорить о голосе. Посмотрите, сколько много характеристик есть у голоса. Это и громкость, и динамический диапазон, и широкий высотный диапазон. То есть это те качества, которые определяют красоту, полетность, громкость, внятность, помехоустойчивость голоса. То есть вот столько характеристик есть у голоса. И если какая-то характеристика будет западать, если какое-то свойство голоса будет западать или будет меняться, то будет меняться совсем не в лучшую сторону и наш голос. Мы с вами знаем, что если мы говорим про логопеда, рабочий день у логопеда не случайно 4 часа, а не 5, не 7, не 8. 4 часа, потому что как раз идет эта должность, это работа с высокой эмоциональной нагрузкой. И кроме высокой эмоциональной нагрузки у нас еще идет высокая нагрузка на голос. Практически, если ты работаешь 4 часа с детьми, то практически рот твой не закрывается. Ты говоришь, говоришь, говоришь и говоришь. И нужно еще научиться так говорить, чтобы ребенок воспринимал нас, какой бы сложный ребенок ни был. Он должен слышать наш голос и научиться его воспринимать. А голос наш должен быть для этого ребенка приятным, он должен быть информативным, сам голос, интонация, с которой мы разговариваем с ребенком, тоже должна быть для него информативна. Следовательно, мы должны управлять нашим голосом. Это наш инструмент, мы должны им управлять. И бывают случаи, когда наш инструмент ломается, и что-то происходит болезненное с нашим голосом, мы должны еще научиться его исправлять. Мы должны его научиться ремонтировать, если что-то с ним произошло. Но было бы замечательно, если бы этого не происходило. Так, есть еще понятие педагогический голос. Это вы видите в информации, которая перед вами. Идеализированное представление о звучании голоса педагога. Все знают, что голос педагога нужно соединить в голосе и требовательность,
и мягкость, и лояльность, и такие качества, как строгость. И голос педагога должен быть таким, чтобы мотивировать детей на деятельность и на доверие ребенка. То есть вот это тот инструмент, который помогает решить очень многие педагогические задачи. Но самое главное, как это все соединить и при этом сохранить голос. Чтобы он был и мелодичный, чтобы он был и полетный, и чтобы он при этом был достаточно выносливым. Чтобы мы с вами не приходилось очень часто встречаться с заболеваниями, которые связаны с нарушением голоса. Вот как раз болезни голосовых складок, вот видите, мы-то привыкли говорить, что это голосовые связки, да, а оказывается в медицине это называется голосовыми складками. Мы находимся с вами в объеме профессионального риска. Все люди, педагоги, которые работают с детьми, которые работают, ну, наверное, не только с детьми, но и в высших учебных заведениях педагогов иногда приходится по 6 часов читать днем. Вот нужно помнить о том, что мы находимся в профессиональном риске. С чем это связано? К 40 годам многие голосовые характеристики, о которых мы говорили выше, и полетность, и выносливость, и громкость, и другие характеристики к 40 годам, они начинают оседать, они начинают выходить из строя. И может оказаться так, что мы с вами после 40 лет вынуждены искать себе другую работу. Потому что такие качества, как осиплость, ну вот у меня это сегодня присутствует. Да? Такая хрипотца, осиплость, вот она приобретена с возрастом. И, наверное, 45 лет педагогической деятельности оказали влияние на мой голос. Дальше что может произойти? Могут произойти нарушения в звучании голоса, когда мы в процессе разговора, когда мы в процессе педагогической деятельности, вдруг происходит спазм голосовой, и мы не можем дальше продолжить рассказ, повествование. Поэтому очень часто возрастные педагоги начинают пользоваться водичкой. Вот она мне тоже сегодня тут присутствует, стоит, на случай того, что что-то произойдет с голосом, и нужно будет помочь самой себе. Звук голоса – это одна из форм энергии. Вот как раз проявление энергетическое, какое? Эмоциональная энергия. Просто человеческие, наверное, какие-то качества. Голос и показывает о том, насколько мы на данный момент энергетически заряжены, насколько мы на данный момент имеем достаточно энергетики, чтобы реализовывать какие-то свои задачи. Вспомните, когда человек болеет, когда он находится в депрессии, у него голос меняется тоже. Голос становится более тихий, голос становится затухающим. И мы знаем с вами, что человек, испытывающий какие-то проблемы дефектологии, проблемы с депрессией, он говорит, ну, явно не как активный человек. Да? Все изменения ситуации, они отражаются на нашем голосе, или мы можем сказать наоборот. То есть по тому, как звучит голос, мы можем определить состояние человека на данный момент, в данной ситуации. Но нарушения голоса, которые встречаются чаще всего, это уже болезненные нарушения голоса. Афония, дисфония, фонастения. Вы можете на слайде прочитать. Афония – это когда полностью отсутствует голос, когда человек только может шептать, а то и шептать даже не может. И мы с вами знаем, что после серьезных психотравм, ну там, конечно, связано не только с голосом, а там вообще со способностью говорить, да, человек теряет возможность что-то произносить. И нужно какое-то определенное время, иногда и лечение серьезное, чтобы вернуть человеку голос или способность разговаривать. Дисфония – это частичное нарушение, расстройство голосообразования частичное, когда, собственно говоря, человек говорить может, он не просто шепчет, а он говорить может, но голос очень хриплый, слабый и приобретает гнусавый оттенок. И
нарушение голоса без видимых каких-то причин и особых проявлений мы не видим, а просто-напросто человек устает говорить. Я думаю, что многие педагоги, имеющие большой стаж, когда они приходят домой, они очень часто хотят, чтобы вокруг них была полная тишина. Очень сложно слушать громкую музыку, слушать громкий телевизор, и нам всем хочется перейти на более тихое общение, на более тихие звуки. Потому что вот как раз, когда педагог, воспитатель, учитель, преподаватель очень большое время в течение дня занимается профессиональной деятельностью педагогической, и как раз вот у них вот это фонастения и наступает, то есть слабость голосовая. Устает голос и устает сам человек, и он может, если ничего не изменить, то он может охрипнуть. Так, ну давайте посмотрим, что дальше. Но это несколько с юмором, конечно, рецепты здорового голоса. Мы хотим обратить внимание, что если что-то происходит с голосом, как можно раньше нужно обратиться к соответствующему специалисту, ну, хотя бы к лор-врачу, который, если будет необходимость, он дальше вас отправит к фониатору, и фониатор уже будет решать проблемы восстановления вашего голоса. Вот тот рецепт, который вы читаете про морковный сок, этим рецептом сама пользовалась, знаю, что он, безусловно, как дополнительный какой-то, и только после того, как вы сходили к врачу, но как дополнительный рецепт можно использовать. Тогда можно не морковный сок взять, а можно просто морковку и варить ее в молоке. Или можно использовать капли витамин А. Опять-таки говорю, эти рецепты дополнительные, воспринимайте их с определенным юмором, что это все может помочь. Но самое главное, когда у нас с вами что-то происходит с голосом, это, естественно, молчание. Нужно создать такую ситуацию, чтобы человек, у которого проблемы с голосом, он какое-то время помолчал. Вот видите, из истории Олега Газманова, он там молчал полгода, да, плавал на судне и молчал. То есть не надо было петь, и он восстановил таким образом голос. Ну и секрет солистов Русского народного хора имени Пятницкого. Это, конечно, все рецепты вот и с морковкой, и с лимонным соком, они, наверное, помогают тогда, когда какая-то экстренная ситуация. Ну вот, положим, мне надо сейчас было выступать, и что-то бы произошло с голосом, то можно, наверное, было воспользоваться этими рецептами. Хотя говорю, что вот с морковкой я это использовала, и да, это помогало, а все остальные рецепты я лично не проверяла. Поэтому они рекомендуются, но насколько, опять говорю, примите с определенной долей юмора. Так. Ну и давайте мы с вами посмотрим, что еще можно поделать, определенные упражнения. Вообще для того, чтобы сохранить голос, нам надо научиться и правильно построить дыхание наше, да? Мы логопеды, нам вообще, когда мы работаем с заикающимися детьми, когда мы работаем с дизартриками, у которых тоже проблемы с голосом, с голосообразованием, с дыханием, нам эти упражнения очень помогают, и мы, собственно говоря, этим упражнениям обучаем детей. И мы сейчас с вами попробуем тоже это сделать. Первое, что нам нужно сделать, мы формируем диафрагмальное дыхание. У нас, как правило, и у женщин, и у детей ключичное дыхание. Вдох и выдох очень ограничен, очень коротким. А нам надо с вами, мы формируем длительный речевой выдох. И это все полезно и для лично нас, и для детей, когда мы работаем с этими детками. Ну, давайте попробуем. Эта система вся предложена Лидией Зиновьевной. Господи, вспомню фамилию, скажу. Итак, Андронова, вот, Лидия Зиновьевна Андронова. А у нее, это ее система, так что вы можете найти ее книги, и эта система у нее. Итак, формируем диафрагмальное дыхание. Что мы деткам говорим? Здесь у нас пузырек. Нам надо набрать полный пузырек.
Но мы набираем полный пузырек так, чтобы у нас плечи не поднимались. Мы с детками говорили, здесь мы сажаем бабочек, и нужно это сделать так, чтобы бабочки не улетели. Если плечи поднимутся, бабочки улетят. А если мы правильно набрали вдох, то бабочки не улетят. Итак, вдох. Рот приоткрыт. Мы делаем с вами вдох очень медленный, спокойный вдох. Счет до 5. Итак, и считаем, и вдыхаем. Пробуем. Задержали выдох до 4. И выдох до 5. Если у вас проблема с голосом, и вы его часто теряете, то вот эти дыхательные упражнения очень хорошо вам помогут. Упражнение шип, скрип, голос. Это у нас ключик. Открываем домик. С помощью ключика мы разрешаем воздуху опуститься до пузырька. Вначале шип достаем, потом скрип достаем, а потом уже звук. Вдох. Не забывайте считать. Счет начинаем от 5, и мы можем с вами увеличить вот это время, счет до 10 и больше, если сможете. Обратите внимание, плечи не поднимаются, грудная клетка не работает. Мы формируем диафрагмальное дыхание, поэтому опускаем воздух прямо до желудка. Был шип. Теперь скрип. Да еще можем. И точно так же теперь вдох и выдох у нас будет уже со звуком, практически речевой. Поехали. Ну вот видите, то есть я что-то форсировала и получила негативную реакцию, получила то, что к чему не надо приходить. Итак, дальше. Мы с вами открываем рот, внутри полость рта мы делаем максимально большой, а губы держим закрытыми. И произносим при этом звук «м». Я детям говорю, спрятали в рот большую сливу. Если вы сделали все правильно, то вы почувствуете вибрацию губ. Такой щекочущий эффект, если все правильно сделали. Если вы недостаточно открыли полость рта, и она у вас недостаточно, у Андронова это называется, мы формируем у детей чувство купола. И когда мы работаем со своим голосом, хотим сделать голос более выносливым, это тоже, эти упражнения мы реализуем, мы тоже их выполняем. Большую сливу. Если вы хотите, чтобы голос у вас был летящим, таким красивым, то мы с вами используем дополнительные резонаторы. Опять-таки спрятали сливу в рот, и у нас есть резонаторы грудные, у нас есть резонаторы головные, и у нас еще вот тут вот пазушные такие пазухи, резонаторы. Мы эти резонаторы будем, когда мы будем их стимулировать, то голос будет несколько меняться. Вот давайте попробуем. Голос становится более обширным, объем голоса увеличивается, и, соответственно, он будет звучать уже по-другому и более красиво. Так, вот это я еще раз говорю, что эта система
голосообразования и формирования правильного голоса по Андроновой. У нее в книгах все эти упражнения прописаны, вы можете их открыть и почитать. Там еще есть другие упражнения, много других упражнений, которые вы можете использовать в своей практике. Так, теперь давайте. Если мы хотим, чтобы наш голос менялся в зависимости от ситуации, у нас ведь бывают и большие детки, и маленькие детки, и разговаривать с ними надо по-разному. Мы с вами должны помнить о здоровье нашего голоса. Вот мы вашему вниманию предлагаем некоторые советы, которые позволят вашему голосу быть здоровым, позволят вам научиться управлять голосом и сделать ваш голос более выносливым. Давайте посмотрим, что нам предлагается в совете номер 1. Не пренебрегайте ранней диагностикой. Если вдруг у вас начал пропадать голос, если вы начали понимать, что вы устали к вечеру, голос ваш устал, снижается сила голоса, снижается диапазон голоса, то тут сразу, естественно, нужно пойти к врачу. Это может быть лор-врач, и это может быть фониатор, который, если будет необходимость вам назначить лечение, и если такой необходимости не будет, то вам дадут какие-то рекомендации. Вот как раз по упражнениям. Упражнений голосовых очень много. Так, теперь давайте посмотрим. Следующий очень важный совет. Позволяйте голосу отдыхать. Вот я хочу сказать, 45 лет педагогической деятельности меня убедили в том, что вот как раз отдыхать-то мы не хотим. Мы с вами возвращаемся с урока, мы с вами возвращаемся домой и продолжаем говорить, говорить и говорить. Хотя, если мы хотим сохранить голос здоровым, нам надо какое-то время обязательно помолчать. Вспомните, учителя приходят в учительскую и продолжают очень много и громко разговаривать. Приходят мамы, учителя домой или воспитатели и продолжают много и громко разговаривать. Ну, молчание золото. Другое дело, что мы вот никак не хотим 2-3 часа помолчать. Ну, наверное, и не получается 2-3 часа помолчать, но хотя бы дробно молчать, хотя бы какое-то время определить себе, что я вот это время буду молчать. И не буду, собственно говоря, напрягать свой голос, и не буду заставлять мой голос напрягаться больше того, что он это сделал в практической деятельности. Следующие советы. Не переохлаждайтесь. Ну, если вы сейчас прочитали вот эти слова «не переохлаждайтесь», у нас это связано в основном с тем, что давайте носить шарфы, давайте носить свитера, давайте носить шали, и все будет замечательно. Оказывается, это совсем нет. Первое. Если мы с вами должны выйти из помещения на улицу, мы должны после того, как мы много-много говорили, хотя бы 15-20 минут подождать, а только потом выходить на улицу. И замечательный совет, который мы тоже должны взять себе на вооружение. Если мы выходим в холодное время на улицу после трудового дня, где мы очень много говорили, мы должны перед непосредственным выходом выпить немного теплой воды. Это совет очень простой. И если мы его будем помнить, значит, мы с вами будем своему голосу помогать, а самое главное себе помогать. И не придем в конечном итоге после 40 лет к дисквалификации и необходимости искать другое место работы. Ну, совет 5. Лечитесь вовремя. Мы об этом уже говорили, что несмотря на то, что я вам дала несколько шутливые советы, да, обращаться в первую очередь нужно к врачу, если проблемы с голосом. Таких специалистов у нас много. Мы можем к ним обратиться. И только после того, я и сама это, к сожалению, делала. Вот, наверное, результат того, что я делала, да, на сегодняшний день. И я знаю очень много педагогов, которые это делают. Голоса нет, голос пропал, ларингит начался, говорить не могу. А так как надо ходить на работу, я продолжаю ходить на работу. Ну, надо научиться это не делать. Если голос болит, мы ведь
когда нога болит, когда какие-то другие боли, позволяем себе идти к врачу и пока не вылечились, находиться на лечении. Вот точно так же и с голосом. Пока вы не вылечились, пока вы ларингит не вылечили и голос не вернулся в ту стадию, в какой он должен быть, сидите дома и на работу не ходите. Нагрузки здесь недопустимы. То есть вы рискуете тем, что ларингит перерастет просто-напросто в хроническую форму, и проблемы просто усугубятся. Я уже говорила о том, что голос – это признак нашей энергии. Да? И если мы как-то неадекватно и очень активно отвечаем на те ситуации психотравмирующие, которые вокруг нас происходят, а мы с вами, наша деятельность связана с тем, что это может происходить очень часто, потому что мы не одни работаем, мы и с детьми работаем, мы и с родителями работаем, поэтому психотравмирующие ситуации в нашей практике возникают часто. И нужно научиться спокойно реагировать или, во всяком случае, адекватно реагировать на то, что происходит вокруг нас и с нами. Научиться спокойно переживать различные неврологические нагрузки и понимать, как нам действовать в той или другой ситуации. Тут, конечно, нам нужно не только врачи, тут, наверное, помощь психолога нам нужна, научиться решать проблемы эмоциональной усталости и накопившегося стресса. Вот он нам рекомендует в этой ситуации обратиться к врачу-неврологу или врачу-психотерапевту. Хотя в нашей стране мы все боимся обращаться к врачу-психиатру и психотерапевту, думаем, что это каким-то образом просто-напросто будет характеризовать нас не очень хорошей стороны. А это ведь наше здоровье. А ничего нет важнее в этой жизни, кроме здоровья. Опять возвращаемся к совету избегать раздражителей. Ну, такова наша работа. Мы можем встретиться с любой ситуацией. И это ведь сказывается не только на нашем нервном состоянии, это и сказывается на физиологии, что может потом опять-таки привести к каким-то серьезным заболеваниям. Поэтому будьте более сдержанными и оценивайте адекватно те ситуации, которые с вами происходят. Но особый совет для женщин. Оказывается, в период менструации происходят серьезные изменения связок и голосового аппарата. Оказывается, он отекает, складки голосовые у женщины отекают. И если в этот период форсировать работу голосовых связок, то может опять-таки привести к усугублению состояния здоровья голосового. И можно получить серьезные заболевания. Поэтому в этот период женщина должна помнить о том, что она должна беречь свой голос. Не форсировать, громко не разговаривать, на эмоции, может быть, хотя в этот момент женщина особо эмоциональна, но все-таки эмоции свои сдерживать и научиться управлять этими эмоциями. И последнее. Что мы с вами делаем? Еще раз посмотрите. И нам говорят, что волшебных народных средств нет. Да? И чтобы сберечь голос, нужно отправиться к врачу. И уже врач определит. Самое главное, для чего нам нужен врач. Врач определит выраженность заболевания, степень заболевания, какие проблемы серьезные или не очень серьезные, с голосом, наверное, все проблемы серьезные. Мы встретили на своем пути педагогическом. Поэтому врач, он определит тяжесть заболевания. И он определит траекторию лечения, которой нужно и придерживаться. Все, голос, мы очень часто бывает так, что голос восстановился, все, прекращаем лечение и больше не лечимся. Нет, вот сколько определил нам врач по времени лечиться, значит, нужно не стараться перегнать врача, но я понимаю, что в нашей стране учить и лечить могут все, но все-таки нужно научиться прислушиваться советов медиков. И тогда будем надеяться, что здоровье наше будет в полном порядке.
И тогда такой инструмент профессиональной педагогической деятельности, как голос, у нас будет здоровым, мы не будем испытывать серьезных трудностей. И уж если мы хотим работать долго-долго на этом поприще, мы это сможем. И нам после 40 лет не придется переучиваться, не придется переориентироваться в своей профессиональной деятельности. Поэтому я желаю вам здоровья, я желаю вам успехов в профессиональной деятельности. И еще раз, мы уже обращались на первой нашей встрече, мы говорили о запросе, мы бы хотели, чтобы наша помощь методическая была более адресной. Чтобы не мы придумали, о чем мы будем говорить, чтобы мы могли вместе с вами решить, какие проблемы сегодня для молодых дефектологов и логопедов являются насущными, и на какие вопросы, в первую очередь, вы бы хотели получить ответ. Всего доброго, будьте здоровы, до свидания.